Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время». В студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. Под названием «Свет жизни» на территории Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню государственного языка и неделе учителя. В торжестве приняли участие преподаватели и студенты Академии, а также гости из различных комитетов и структур, которые выступили с приветственными речами. Подготовлен подробный репортаж об этом событии. Язык – это бесценное достояние человеческой жизни. Человек может выражать свои чувства, мысли, идеи только через язык. Национальный язык является ярким отражением истории, духовного мира, мудрости и знаний каждого народа и нации. Более того, в культуре и цивилизации народов, в том числе и у нас, таджиков, родной язык служит основой национальной идентичности и главным фактором ее сохранения. В рамках празднования Дня государственного языка и недели учителя на территории Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан с участием преподавателей, студентов и представителей ряда государственных структур прошло красивое культурно-просветительское мероприятие. Следует отметить, что в целях всестороннего исполнения положений Закона Республики Таджикистан о государственном языке Республики Таджикистан в стране реализуются конкретные меры. В этом контексте изучение государственного языка в этом образовательном учреждении проводится на должном уровне. Стоит подчеркнуть, что с учетом статуса таджикского языка в Республике Таджикистан обеспечено всестороннее развитие государственного языка, а его совершенствование фактически началось только в период независимости. На протяжении столетий великие ученые воспевали таджикский язык, и сегодня продолжаются исследования и изучение языка современными лингвистами. Студенты этого учебного заведения с большим энтузиазмом отмечали этот день, читая стихи и исполняя яркие сценические номера. Следует подчеркнуть, что государственный язык в нынешних условиях является символом сплоченности и реального единства всех жителей Таджикистана. Сегодня государственный язык в нашей стране признан основным фактором объединения народов и этносов. С гордостью можно сказать, что наш национальный язык в период независимости был вновь возрожден и восстановлен в своем историческом значении благодаря политике главы государства. Праздничное мероприятие стало ярким продолжением культурного диалога сегодняшнего дня. Таджикский международный университет иностранных языков имени Соти Маулухзода уже второй год подряд организует конкурс «Знай язык, познай мир». В этом году интеллектуальное состязание среди студентов охватило сразу 12 иностранных языков. Подробнее в нашем следующем репортаже. Благодаря государственной независимости и языковой политике Республики Таджикистан, проводимой под руководством лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, второй год подряд в Международном университете иностранных языков имени Соти Маулухзода проходит конкурс «Знай язык, познай мир». Если в прошлом году конкурс охватывал 4 языка – таджикский, русский, узбекский и английский, то в этом году его масштаб значительно расширился. Студенты соревновались уже на 12 языках, среди них таджикский, русский, узбекский, английский, китайский, немецкий, французский, корейский, японский, арабский, хинди и персидский. В конкурсе приняли участие 130 студентов из 26 высших учебных заведений страны, продемонстрировав высокий уровень языковой подготовки. Примечательно, что конкурс проходил под руководством носителей языков и представителей дипломатических миссий, аккредитованных в Таджикистане, что обеспечило его высокий профессиональный уровень и международный формат. Участники проходили тестирование с помощью специальной программы в соответствии с установленным регламентом. Ответы оценивались жюри, в состав которого вошли опытные специалисты и преподаватели, владеющие соответствующими языками. Победители, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой номинации, были награждены почетными грамотами и призами. Основная цель конкурса – реализация государственной политики в области развития государственного и иностранных языков, повышения интереса студентов
к их изучению, развития практических навыков и поощрения использования языков в экономике страны. Конкурс также направлен на выявление талантливых студентов и вовлечение их в переводческую и научно-исследовательскую деятельность. Ярким завершением мероприятия стала культурная программа, подготовленная студентами, которая подчеркнула значение межкультурного диалога и многоязычия в современном обществе. 13 предприятий по переработке сухофруктов из Таджикистана, ключевые игроки рынка сухофруктов в Центральной Азии, примут участие в престижной международной выставке «Ануга», которая пройдет с 4 по 8 октября 2025 года в Кёльне. Участие таджикских предприятий в выставке осуществляется в рамках проекта Международного торгового центра «Продвижение торговли на Востоке, Балканские страны и Центральная Азия», финансируемая Swiss Cooperation Таджикистан. Инициатива реализуется в сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Республики Таджикистан и проектами программы развития Организации Объединенных Наций Aid for Trade или ТАКа. Выставка «Ануга» представляет собой отличную платформу для таджикских переработчиков сухофруктов, предоставляя им уникальную возможность представить и продвигать свою продукцию, обсудить потенциальные торговые партнерства, а также ознакомиться с новыми тенденциями мирового рынка. С целью продвижения и рекламы уникального природного вкуса сухофруктов Таджикистана страна будет радушно принимать множество гостей, которые посетят стенд для того, чтобы попробовать натуральный и уникальный вкус продукции и открыть новые возможности для бизнеса. В рамках плана мероприятий исполнительных органов государственной власти района Шох-Мансур отдел по делам женщин и семьи провел акцию «Тоджикона Мепушем» в культурно-оздоровительных парках и цветочных аллеях района. В ней приняли участие активные женщины и девушки, а также студенты столичных вузов и институтов. Цель акции – популяризация национальной одежды. Подробности в нашем сюжете. Душанбе переживает новый этап развития. Сегодня улицы и проспекты столицы утопают в цветах, становятся все более красивыми и привлекательными. В рамках усилий по популяризации национальной культуры и сохранению традиционных ценностей при поддержке исполнительных органов государственной власти района Шох-Мансур была запущена акция «Тоджикона Мепушем», что в переводе означает «одеваемся по-таджикски». Цель акции – демонстрация красоты столицы, а также продвижение национальной одежды как неотъемлемой части таджикской идентичности. В рамках мероприятия по улицам города прошли женщины в традиционных таджикских нарядах, символизируя уважение к истории, культуре и духовному наследию народа. История свидетельствует, что таджикская женщина-мать всегда была хранительницей священных обычаев и традиций. Ее образ в национальном костюме – это не просто эстетика, а живое воплощение культурной памяти и национальной гордости. Инициатором акции выступил отдел по делам женщин и семьи исполнительного органа государственной власти района Шох-Мансур, поставив перед собой цель почитания национальной культуры, возрождения традиций и формирования уважительного отношения к таджикской одежде среди молодежи. Отрадно отметить, что в последние годы руководство страны уделяет особое внимание возрождению народных ремесел, развитию моды на национальную одежду и поддержке локальных производителей. Подобные инициативы становятся отличной возможностью не только представить национальные наряды, но и способствовать сохранению культурной преемственности. Одной из задач акции также является противодействие бездумному копированию чужих культурных элементов в одежде, особенно среди молодежи. Сегодня, к сожалению, некоторые девушки и юноши отдают предпочтение иностранным стилям, нередко подражая чужой культуре. Поэтому проведение подобных мероприятий при активной поддержке родителей, педагогов и общественных деятелей может сыграть важную роль в воспитании чувства национальности, самосознания и эстетического вкуса. В Душанбе стартовало соревнование по мини-футболу среди молодежи районов и махалле столицы. Данное спортивное мероприятие организовано в рамках плана мероприятий исполнительного органа государственной власти города Душанбе и приурочено ко Дню государственного языка и 31-й годовщины Конституции Республики Таджикистан. Инициаторами выступили государственные учреждения, управление по работе со школами и спортивными сооружениями города Душанбе совместно с управлением по делам молодежи и спорту столицы. В следующем сюжете мои коллеги подробнее расскажут о том, как прошли состязания по мини-футболу среди молодежи в столице.
Соревнования, прошедшие в преддверии значимых дат Дня государственного языка и 31-й годовщины Конституции Республики Таджикистан, собрало представителей спортивных структур и юных спортсменов, готовых продемонстрировать свои навыки на футбольном поле. В начале мероприятия выступили представители соответствующих органов, которые подчеркнули важность проведения подобных спортивных инициатив. Они отметили, что основная цель соревнования – это не только пропаганда здорового образа жизни, но и укрепление дружбы среди молодежи, а также привлечение их к занятиям спортом. Организаторы акцентировали внимание на том, что через такие мероприятия молодежь вовлекается в спортивную культуру, что позволяет новым талантам находить свое призвание. Спортивные соревнования способствуют не только физическому развитию молодежи, но и способствуют благоприятные условия для формирования национального самосознания и уважения к ценностям государственности. Согласно плану, соревнование пройдет несколько этапов, и лучшие команды могут выйти в финал. Подобные инициативы, проводимые в преддверии национальных праздников, подчеркивают особое внимание руководства страны и местных органов власти к развитию и воспитанию подрастающего поколения, а также к укреплению ценностей государственности. Данное соревнование будет проходить в течение месяца на спортивных площадках районов столицы, а итоговое мероприятие запланировано накануне Дня Конституции Республики Таджикистан. Дорогие телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго!